Сегодня Борис Ельцин наконец прервал затянувшуюся паузу. В своем первом после вступления в должность интервью президент России коснулся всех болевых точек последних недель. Первая в их списке – кровавая драма в Грозном и попытки генерала Лебедя принести на чеченскую землю мир. Я надеюсь, что это удастся. Хотя, скажем, не совсем я удовлетворен Лебедем, его работой по Чечне, поскольку надо помнить, что он при встречах с избирателями постоянно обещал решить проблему Чечни, если у него будет власть. Вот у него сейчас есть власть, но, к сожалению, пока не видно результатов работы по Чечне. Ну, короче говоря, так сказать, отчаиваться не будем, будем все-таки доводить до конца этот вопрос. Прилетев вчера вечером в Чечню, секретарь Совета Безопасности России Александр Лебедь заявил, что прибыл с миром. События прошедшей ночи и сегодняшнего дня показали, что, по крайней мере, перемирия ему удалось добиться, рассказывает Алексей Кандулуков. Переговоры между Лебедем и Масхадовым возобновились сегодня в 10:30 утра в чеченском селении Новые Атаги. Мы сели разговаривать с твердым намерением договориться до чего-либо путного. Надо прекращать эту бойню, объявил Лебедь. Сегодня стороны предполагали отработать заключительный документ, который должен состоять из 9 пунктов, касающихся технических деталей урегулирования. Как развести войска, как бороться с мародерством и не допустить провокаций. Лебедю удалось убедить Масхадова обсуждать именно обстановку в Грозном, а к чеченской проблеме вообще перейти позднее. К 4 часам дня общий документ был согласован. Стороны договорились о частичном выводе подразделений из города, о создании там совместных комендатур для наблюдения за правопорядком, о защите опустевших домов от мародеров. Примечательно, что в течение дня Лебедю и Масхадову приходилось несколько раз прерываться в связи с сообщениями о стычках федералов с боевиками в тех или иных районах республики. Генералы пытались оперативно гасить локальные сражения, доказывая прежде всего друг другу готовность к миру. Сегодняшний день в Грозном действительно был одним из самых спокойных за последнее время. Не работала ни артиллерия, ни авиация. Солдаты и боевики пополняли запасы воды, продуктов и медикаментов, вывозили раненых и подвозили боеприпасы. Пойдут ли они в дело, покажет ночь и следующий день. Алексей Кандулуков, телекомпания